50 лет. Ты отняла у меня 50 лет жизни, Люба. За что? Слова хриплые и чужие срываются с моих губ, царапая горло наждачной бумагой. Пожелтевший ломкий лист в моей руке дрожит так, что буквы расплываются в единое пятно боли. Напротив, у старого серванта стоит она, моя жена, женщина, с которой я делил постель, хлеб и горе полвека, и медленно, словно в замедленной съемке, оседает на резной венский стул, пряча лицо в ладонях, и плечи ее сотрясаются от беззвучных рыданий. В этот самый миг наш мир, такой простой и понятный, построенный на кирпичиках общих воспоминаний, рухнул, оставив после себя лишь горькую пыль и звенящую, оглушающую тишину. Меня зовут Федор Павлович Кузнецов, мне 70 лет. И до сегодняшнего утра я был абсолютно уверен, что прожил честную и понятную жизнь. Жизнь простого человека, который родился в Воронеже, здесь же выучился на токаря, отслужил в армии, а потом 40 с лишним лет отстоял у станка на авиационном заводе. Я видел, как моя страна менялась до неузнаваемости, как рушились идеалы и вырастали новые, чуждые мне ценности. Но у меня всегда был свой незыблемый оплот, моя тихая гавань, моя семья, моя квартира в типовой 9-этажке на левом берегу, моя любовь. Сегодняшнее утро ничем не отличалось от тысяч других. Я проснулся, как всегда, в 6 без всякого будильника. Привычка, въевшаяся вплоть за десятилетия заводских смен. Колени и поясница привычно заныли. Привет от 7 десятков прожитых лет и вечной сырости межсезонья. Люба еще спала. Ее дыхание было ровным и тихим. Я осторожно, стараясь не скрипеть пружинами старого дивана, встал, накинул халат и прошлепал на кухню. Кухня — мое царство. Маленькая, всего 6 квадратных метров, с пожелтевшими от времени обоями в мелкий цветочек и стареньким гарнитуром, который мы покупали еще к Олимпиаде 80. Я поставил на огонь эмалированный чайник с отбитым носиком, достал из хлебницы вчерашний батон. Воздух наполнился привычными утренними звуками. Шипение газа, щелчок зажигалки, далекий гул первых троллейбусов за окном. В этом размеренном ритуале была своя прелесть, ощущение стабильности, которое я ценил превыше всего. Я думал, так будет всегда. Как же я ошибался. Когда чайник уже собирался закипеть, пронзительно зазвонил домофон. Я удивился. Кто мог прийти в такую рань? Почтальон приносит пенсию не раньше 10, а больше нам ждать было некого. «Кто там?» — спросил я в трубку, понизив голос, чтобы не разбудить Любу. «Доставка для Федора Павловича Кузнецова», — ответил молодой, какой-то безразличный голос. Еще большее удивление. Я ничего не заказывал. Спустившись вниз, я увидел у подъезда худощавого паренька в форменной куртке курьерской службы. Он сверился с планшетом и протянул мне плотный картонный конверт формата А4. «Распишитесь здесь», — ткнул он пальцем в экран. «Постойте, а от кого это?» — спросил я, пытаясь разглядеть графу «Отправитель». «Не могу узнать», — пожал плечами парень. «Это из нотариальной конторы сказали последнее распоряжение покойного. Велено было доставить лично в руки именно сегодня, 26 сентября, до 9 утра.
От этих слов у меня похолодело внутри. Покойного. Я взял конверт, руки слегка дрожали. В графе отправителя стояло имя, которое я не видел уже много лет. Валентин Петрович Седых. Валька. Мой друг юности, с которым мы когда-то делили одну парту в школе, а потом и комнату в общежитии. Он выучился на врача-кардиолога, стал уважаемым человеком, а я так и остался простым работягой. Жизнь развела нас по разным дорогам, последние лет 20 мы почти не общались. Я даже не знал, что он умер. Вернувшись в квартиру, я сел в свое любимое кресло в гостиной. Люба все еще спала. Конверт лежал на моих коленях, тяжелый и зловещий. Что за тайну он мог хранить? Какое последнее распоряжение мог оставить мне человек, с которым мы были почти чужими? Я осторожно вскрыл плотную бумагу. Внутри лежал еще один конверт, уже обычный, почтовый, пожелтевший от времени. На нем, моим собственным, почти забытым почерком 20-летней давности, было выведено «Вскрыть после моей смерти». Сердце заколотилось где-то в горле. Внутри этого конверта оказался сложенный вчетверо лист из школьной тетради и несколько медицинских бланков с печатями. Дрожащими пальцами я развернул письмо. Аккуратный бисерный почерк Валентина, который я узнал бы из тысячи, казалось, прожигал бумагу. «Дорогой Федор», — начиналось письмо, — «если ты читаешь эти строки, значит, меня больше нет на этом свете. И значит, пришло время для истины, которую я, как трус, хранил в себе долгие годы. Прости меня, друг. Прости за то, что предал и твою дружбу, и клятву Гиппократа. Я пишу это, потому что груз этой тайны слишком тяжел, и я не могу унести его с собой в могилу. Ты заслуживаешь знать правду, какой бы чудовищной она ни была. Помнишь, 5 лет назад, когда твой Глеб попал в аварию и ему срочно понадобилась кровь? Ты, не раздумывая, примчался в больницу, готовый отдать все ради сына. Тогда, проводя анализы на совместимость, мы и обнаружили это. Я не поверил своим глазам, перепроверял трижды. Между тобой и Глебом нет и не может быть никакой генетической совместимости. У вас разные группы крови, разные резус-факторы, не совпадающие ни по одному закону генетики. Федор, Глеб не твой биологический сын. Я был в смятении и не знал, как сказать тебе. В тот же вечер я вызвал к себе Любовь. Я показал ей результаты анализов. Она во всем призналась. Упала на колени, плакала, умоляла меня молчать, сказала, что эта правда убьет тебя, разрушит семью. Она назвала мне имя настоящего отца. Ты знаешь его так же хорошо, как и я. Это Виктор Романов. Люба призналась, что их роман начался еще до вашей свадьбы и продолжался несколько лет после. Я поддался на ее мольбы. Я смолчал. Я совершил должностное преступление, подделав документы, и преступление против тебя, моего друга. Все эти годы я жил с этим камнем на душе, видя, как ты страдаешь от холодности Глеба, как винишь себя в том, что не можешь найти с ним общий язык, а причина была так проста и так ужасна. Я не знаю, как ты поступишь с этой правдой. Возможно, проклянешь меня и будешь прав, но я больше не мог угать. Ты должен знать. Прости, если сможешь. Твой друг Валентин. Я дочитал до конца, но глаза продолжали бегать по строчкам,
отказываясь верить в смысл этих страшных слов. «Глеб не твой сын. Виктор Романов. Полвека лжи». Мир вокруг меня потерял цвета, звуки, запахи. Он сжался до этого пожелтевшего листка в моих руках. Я посмотрел на прикрепленные к письму медицинские бланки. Цифры, буквы, непонятные термины и в самом низу обведенное красным заключение. Вероятность отцовства 0%. 0. Целая жизнь, помноженная на 0. Сколько я просидел так, вцепившись в этот проклятый листок, я не знаю. Может, 5 минут, а может и целый час. Время остановилось, а потом потекло вспять, затягивая меня в мутный водоворот прошлого. Я словно тонул в нем, и перед глазами, как у утопленника, проносились картины прожитой жизни, но теперь каждая из них была отравлена ядом сомнения. Вот мы с Любой, совсем молодые, стоим в ЗАГСе. Она в простом белом платье с венком из полевых цветов в русых волосах. Смотрит на меня сияющими глазами. Она уже была беременна, и я, дурак, был на 7-м небе от счастья, что стану отцом. «Немного поторопились, 7-месячный будет», — говорила она, смущенно пряча взгляд. «Ничего, Феденька, выходим». И я верил каждому ее слову, каждому вздоху. А вот рождение Глеба. Маленький сморщенный комочек, кричащий так, что закладывало уши. Я взял его на руки, неуклюже, со страхом, а он вдруг затих и посмотрел на меня своими темными, как у матери, глазками. В тот момент я почувствовал такую волну нежности и ответственности, что готов был горы свернуть. Мой сын, мой первенец, продолжение меня. Какая горькая злая насмешка судьбы. И Виктор... Витька Романов. Мы дружили с детства, росли в одном дворе. Он всегда был лидером, высокий, красивый, уверенный в себе. Девчонки за ним табунами бегали. Люба тоже была от него без ума, я видел это. Но он выбрал другую, дочку какого-то партийного начальника. А Люба будто от отчаяния согласилась выйти за меня. Я тогда думал, что мне просто повезло, выиграл в лотерею, отхватил первую красавицу двора. Оказалось, я был лишь утешительным призом, запасным аэродромом. После свадьбы Виктор часто заходил к нам в гости. «Старого друга проведать», — говорил он широкой улыбкой сверкая. Приносил дорогие конфеты, французские духи для Любы. Вещи, которые я, простой рабочий, не мог себе позволить. Они садились на кухне, пили чай, смеялись над какими-то общими шутками, а я чувствовал себя лишним в собственном доме. «Не ревнуй, Федя», — шептала мне потом Люба, обвивая шею руками. «Мы же просто друзья. Ты же знаешь, я люблю только тебя». И я снова верил, потому что отчаянно хотел верить. Скрипнула дверь в спальне, и я вздрогнул, возвращаясь в реальность. Письмо и бланки я судорожно скомкал и сунул в карман халата. Бумага обожгла бедро даже через ткань. На пороге гостиной появилась Любовь. Свежая, отдохнувшая, в своем нарядном платье, в котором она всегда ходила в церковь. От нее пахло ладаном и чем-то неуловимо чужим. «Феденька, ты чего так рано вскочил?» — спросила она своим мягким певучим голосом, который я так любил. И бледный какой-то. Давление, что ли? Она подошла ближе, хотела положить мне руку на лоб, но я инстинктивно отстранился, будто боялся обжечься. Ее рука замерла в воздухе,
В глазах мелькнуло удивление, потом обида. «Что с тобой?» — повторила она уже другим, настороженным тоном. «Ничего, просто не выспался», — выдавил я. Голос был сиплым, непослушным. Я встал и пошел на кухню, чтобы налить себе воды. Мне нужно было что-то сделать, занять руки, лишь бы не смотреть ей в глаза. Я боялся, что она прочтет в моих все то, что я только что узнал, что увидит руины, в которые превратился наш мир. «Кто приходил?» «Я слышала домофон», — спросила она, следуя за мной. «Да так, ошиблись номером», — солгал я, и эта ложь, первая осознанная ложь ей за 50 лет, легла на язык, как кусок свинца. Она налила себе чаю, села за стол. Начала, как обычно, рассказывать о проповеди, о том, кого встретила в храме, о том, что у соседки сверху опять прорвало трубу. Я слушал ее голос, и он казался мне доносящимся издалека, из какой-то другой прошлой жизни. Каждое слово, каждая интонация теперь казались фальшивыми. «Покаяться надо в грехах», — батюшка говорил, — вещала она. «Господь милостив, Он все простит». Мне захотелось рассмеяться ей в лицо. Истерично. Зло. «А твой грех Он простит, Люба?» Грех, который длится 50 лет. В этот момент зазвонил стационарный телефон. Его трель показалась мне оглушительной. Любовь сняла трубку. «Да? Алло? Глебушка? Сынок?» Лицо ее тут же посветлело, расплылось в счастливой материнской улыбке. «Как ты?» «Да, дома, отец, сейчас позову». Она протянула мне трубку, прикрыв динамик ладонью. «Это Глеб», — прошептала она радостно. «Говорит по делу к тебе. Хочет встретиться». Мое тело напряглось до предела. Глеб. Сын. Не мой сын. Я взял трубку, ощущая ее ледяной холод. «Слушаю», — сказал я коротко. «Здравствуй, батя», — раздался в трубке его самоуверенный, чуть насмешливый голос. Голос, который всегда вызывал во мне смесь гордости и непонятной тоски. «Есть разговор. Серьезный. Подъеду к вам сегодня часа в 3. Будь на месте». И короткие гудки. Он даже не спросил, удобно ли мне. Он никогда не спрашивал. Он всегда требовал. Что он хотел? С любопытством заглянула мне в лицо Люба, когда я повесил трубку. «Сказал, приедет. Деловой разговор у него», — ответил я, глядя в стену. «Ой, как хорошо!» — всплеснула она руками. «Наконец-то наш мальчик решил отца в свои дела посвятить. А ты все переживал, что он тебя сторонится». Эта ее наигранная радость ударила меня под дых. Она знала. Все эти годы она знала, почему он меня сторонится. Она видела, как я мучаюсь, как пытаюсь пробиться сквозь эту стену отчуждения, и молчала. Наблюдала за этим театром абсурда, где я был единственным актером, не знающим своей роли. Я не выдержал. «Мне надо пройтись», — бросил я, направляясь в коридор. «Куда, Федя? Мы же сейчас завтракать собирались». «Не хочу». Я накинул старую куртку, сунул ноги в ботинки и вышел из квартиры, хлопнув дверью так, что зазвенела посуда в серванте. На улице было сыро и промозгло. Мелкий осенний дождь моросил с серого, как вата, неба. Я шел бесцельно, не разбирая дороги, погруженный в свои мысли. Воспоминания нахлынули с новой силой. Вот Глебу 15. Я пытаюсь научить его работать на токарном станке у себя в гараже. Показать ему красоту металла, радость созидания своими руками. А он смотрит на меня с презрением. Пыхтеть в грязи за копейки? Уволь, папаша. Это не для меня. Я буду делать деньги,
а не детали. Тогда я списал это на юношеский максимализм, а теперь я понимал, что это говорила в нем другая кровь. Кровь Виктора Романова, который уже тогда, в 90-е, начал делать деньги, открывая первые кооперативы. Или вот еще. Глебу 25. Он просит у меня все мои сбережения на раскрутку бизнеса. Я отдаю без колебаний все, что копил на новую машину. Через год он приезжает на блестящем импортном джипе, а про долг даже не вспоминает. «Батя, ты пойми, это инвестиции», — поучал он меня. «Деньги должны делать деньги». Люба тогда смотрела на него с обожанием. «Какой у нас сын, умный, предприимчивый, весь в меня, весь в тебя. Как же я был слеп». Мои бесцельные блуждания привели меня к вокзалу. В голове мелькнула шальная мысль — сесть на первый попавшийся поезд и уехать куда угодно. В Сибирь, на Дальний Восток, начать все с нуля. Но в 70 лет с нуля не начинают. Да и как я оставлю Лену и Анечку? Анечка. Я замер посреди тротуара. Сегодня же должна приехать внучка. Лена, моя дочь, уезжала в командировку в Москву и отправляла ее к нам на выходные. Мысль об Анечке, о ее звонком смехе, о ее теплых объятиях была единственным светлым пятном в этом беспросветном мраке. Ради нее я должен держаться. Ради нее я должен был вернуться в этот дом, ставший теперь чужим и враждебным. Когда я вернулся, Люба сидела на кухне за столом, подперев голову рукой. Она подняла на меня заплаканные глаза. «Федя, что происходит? Ты никогда так себя не вел». Я молча прошел в комнату. Я не мог говорить с ней. Пока не мог. Мне нужно было дождаться Глеба. Мне нужно было посмотреть в глаза им обоим, собранным вместе в одной комнате, и увидеть, как эта 50-летняя ложь рухнет под собственной тяжестью. Около 2 часов дня приехала Анечка. Я встретил ее на вокзале. Увидев меня, она бросилась мне на шею. «Дедуля!» Я обнял ее худенькие плечи, уткнулся лицом в ее пахнущие яблочным шампунем волосы и на мгновение забыл обо всем. Вот она, моя настоящая. Лена была моей копией в молодости, а Анечка была копией Лены. Здесь не могло быть никаких сомнений. Эта мысль дала мне силы. «Что-то случилось, дедушка?» — спросила она, отстранившись и заглянув мне в глаза. «У тебя глаза грустные-грустные». «Просто устала, Анечка». Я постарался улыбнуться. Старый стал. Она нахмурила свои тонкие бровки. Точь в точь, как у меня. «Ты не старый. Ты у меня самый лучший». Мы приехали домой. Аня, не замечая напряжения, витавшего в воздухе, щебетала, рассказывая о своих школьных делах. Любовь суетилась, накрывая на стол, стараясь создать видимость обычного семейного уюта. Но я видел ее дрожащие руки и испуганный взгляд, который она то и дело бросала на меня. В 3 часа, минута в минуту, раздался звонок домофона. «Это дядя Глеб!» — радостно воскликнула Аня. Я медленно встал с кресла.
«Анечка, иди пока в свою комнату, почитай», — сказал я ровным голосом. «У нас со взрослыми будет серьезный разговор». Она удивленно посмотрела на меня, но послушно кивнула и скрылась за дверью. Я пошел открывать. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Время пришло. Я повернул ключ в замке, и дверь с тихим щелчком отворилась. На пороге стоял он, Глеб. Не сын, но плод греха моей жены и предательства моего друга. Он был одет с иголочки. Дорогое кашемировое пальто модного кроя, идеально сидящий костюм, начищенные до зеркального блеска туфли. От него пахло успехом, деньгами и хорошим парфюмом. Всем тем, чего в моей жизни никогда не было. Он вошел в прихожую, небрежно скинул пальто на вешалку и прошел в гостиную, как хозяин. Любовь тут же выпорхнула из кухни, вся светясь материнской гордостью. «Глебушка, здравствуй! Как хорошо, что приехал. Проголодался, наверное. Я борща наварила, твоего любимого. Потом, мам», — отмахнулся он, не глядя на нее. Его взгляд, холодный и оценивающий, был устремлен на меня. «У нас с отцом разговор». Слово «отец» прозвучало, как выстрел. Я физически ощутил, как внутри все сжалось. Он прошел и сел в мое кресло, мое место, закинув ногу на ногу. Жест собственника. Я остался стоять, чувствуя себя гостем в собственном доме. Любовь, поняв, что ее кулинарные таланты сейчас не ко двору, виновато скрылась на кухне, оставив нас наедине. «Итак, батя», — начал он без предисловий, постукивая по подлокотнику дорогими часами, — «дело есть, выгодное. И для тебя в том числе». Я молчал, давая ему выговориться. В кармане халата лежал скомканный листок бумаги, который жег мне ногу. «Короче», — продолжил он, видя, что я не собираюсь облегчать ему задачу, — «я расширяю бизнес. Есть проект, инвесторы серьезные. Хотим строить большой торгово-развлекательный центр на выезде из города. Место идеальное, трафик бешеный, но есть одна загвоздка». Он сделал паузу, выжидая моей реакции. Я продолжал молчать. «Загвоздка — это твой участок. Та дача 6 соток в СНТ «Маяк», что тебе от деда досталась. Она стоит прямо в центре земли, которую мы выкупаем, как бельмо на глазу. Без твоего куска весь проект летит к чертям. Ах, вот оно что. Дача. Участок, который мой отец Павел получил от завода еще в 60-е. Он своими руками ставил там маленький домик, сажал яблони. Каждое лето мы проводили там. Я помню, как мы с отцом мастерили скворечник, как он учил меня отличать съедобные грибы от поганок. Это было не просто 6 соток земли. Это была память. «Я тебе предлагаю хорошие деньги», — продолжил Глеб, видя мое молчание. «Больше, чем стоит эта твоя развалюха. Купишь себе новую машину. На юг с матерью съездишь. Хватит уже считать копейки от пенсии до пенсии». В его голосе сквозило неприкрытое презрение. Презрение сытого, успешного хищника к старому, слабому, травоядному. «Этот участок не продается», — сказал я тихо, но твердо. Каждое слово далось мне с трудом. Глеб удивленно вскинул брови. «Это еще почему? Ты что, собираешься там картошку сажать до конца своих дней? Не смеши меня. Это мертвый актив. Я даю тебе шанс превратить его в живые деньги. Я обещал отцу, что сохраню эту землю. И я завещал ее Анечке», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. Его лицо исказилось. Маска доброжелательности слетела, обнажив злое, раздраженное нутро. «Анечке?
15-летней девчонке. Зачем ей этот бурьян? Да ты просто упрямый старый осел. Я тебе предлагаю сделку века, а ты нос воротишь. Вечно ты так. Вечно вставляешь мне палки в колеса. Он вскочил с кресла. Его голос сорвался на крик, и тут плотина прорвалась. 50 лет обид, унижений, непонятной вины и горького разочарования хлынули наружу. «Я?» — спросил я, и мой голос задрожал от подступающей ярости. «Это я вставляю тебе палки в колеса? Я, который отдал тебе все свои сбережения? Я, который закрывал глаза на твои долги и твое вранье? Я, который всю жизнь пытался заслужить хоть каплю твоего уважения, хоть одно теплое слово?» Глеб опешил от такого напора. Он привык видеть во мне тихого, безответного старика. «Да что ты несешь? Какой-то бред. Ты просто не понимаешь в бизнесе, батя. Сидишь в своем совковом мирке и дальше своего носа не видишь». Это слово «батя» стало последней каплей. Оно прозвучало как пощечина. «Я тебе не батя», — прошипел я. Я вытащил из кармана смятый листок и швырнул его на полированный столик. Листок расправился, лег прямо перед ним. «Читай». Он недоуменно посмотрел на меня, потом на бумагу. Он взял ее, и я увидел, как его лицо меняется. Сначала недоверие, потом изумление, потом страх. Настоящий животный страх. Он читал, а его щеки покрывались бледными пятнами. Дорогие часы на его запястье казались нелепой бутафорией на фоне его дрожащей руки. «Что это?» — пролепетал он, поднимая на меня испуганные глаза. «Это какая-то шутка? Ошибка?» «Ошибкой была вся моя жизнь, Глеб!» — выкрикнул я. «50-летняя ошибка. А это правда. Документ с печатью. Ты не мой сын». В этот момент в дверях гостиной появилась Любовь. Она, видимо, услышала наши крики и прибежала из кухни, вытирая руки о передник. Она замерла на пороге, увидев наши лица и письмо на столе. Она все поняла. В один миг она все поняла. «Люба». Я повернулся к ней, и мой голос сел. «Подойди сюда». Она сделала несколько неуверенных шагов, ее взгляд был прикован к письму. «Скажи ему», — потребовал я, — «скажи своему сыну правду, хватит лгать. Хотя бы сейчас, через 50 лет, скажи правду». Глеб переводил взгляд с меня на нее, его лицо выражало полную растерянность. «Мама! О чем он говорит? Мама!» Любовь посмотрела на меня глазами полными слез и мольбы. Она беззвучно шевелила губами, будто хотела что-то сказать, но не могла. «Говори!» Мой крик, наверное, был слышен и на улице. И она сломалась. Зарыдала в голос навзрыд, как плачет от невыносимой боли или стыда. Она опустилась на колени прямо посреди комнаты, закрыв лицо руками. «Прости, прости, Федя». Ее слова тонули в рыданиях. «Прости, это правда. Глебушка, твой отец Виктор». Тишина, наступившая после ее слов, была гуще и тяжелее самого громкого крика. Она звенела в ушах, давила на виски. Глеб стоял, как громом пораженный. Его лицо было белым, как полотно. Он медленно повернулся ко мне. В его глазах больше не было ни презрения, ни самоуверенности, только шок
пустота и что-то похожее на ужас. «Значит, — прошептал он, глядя сквозь меня, — значит, все это время...» Он не договорил. Резко развернулся, схватил со стула свое пальто и, не глядя ни на меня, ни на рыдающую на полу мать, бросился вон из квартиры. Через минуту я услышал, как на улице с визгом взревел мотор его машины, и звук стремительно удалился. А мы остались. Я, стоящий посреди разрушенной жизни, и она, плачущая на коленях в центре этих руин. Наша 50-летняя ложь наконец-то рухнула, погребая нас под своими обломками. Дверь захлопнулась. Визг шин за окном был последним аккордом этой чудовищной симфонии, оборвавшимся так же резко, как и начавшимся. Я остался стоять посреди гостиной. В ушах звенела оглушающая тишина. Комната, в которой прошла вся моя жизнь, вдруг стала чужой, незнакомой, как номер в дешевой гостинице. Каждый предмет — старый торшер с бахромой, выцветший ковер на стене, фотографии в рамках на полированной стенке. Все кричало о лжи. На коленях у Черванты, съежившись, продолжала всхлипывать любовь. Ее плач больше не вызывал во мне ничего, кроме глухого ледяного безразличия. Она была частью этой лжи, ее главным архитектором. Я посмотрел на нее сверху вниз, как на незнакомого, неприятного мне человека. «Встань», — сказал я холодно, без всякого выражения. Она подняла на меня заплаканное, опухшее лицо. В ее глазах плескался страх, мольба, надежда на прощение. Но во мне не было ни капли жалости. «Встань», — я сказал. «Хватит комедию ломать». Она, пошатываясь, поднялась, опираясь на стул. Ее всегда гордая осанка сгорбилась. Она словно постарела еще на 10 лет за эти полчаса. «Федя, Феденька, я...» «Молчи», — оборвал я ее. Я не хотел слышать ее оправданий. Никакие слова не могли вернуть мне украденные 50 лет. Я подошел к серванту. Руки сами потянулись к семейным фотографиям. Вот мы с Любой на свадьбе. Вот я держу на руках крошечного Глеба. Вот мы все вместе на его первом школьном звонке. Глеб с огромным букетом гладиолусов. Я и Люба, молодые и счастливые. Счастливые. Я усмехнулся. Какая прекрасная постановка. Я взял самую большую фотографию. Глеб в выпускной мантии обнимает меня и любовь. Его улыбка казалась мне теперь хищным оскалом. Я с силой ударил рамкой о край стола. Стекло с сухим треском разлетелось на мелкие осколки. Любовь вскрикнула. А я, не обращая внимания на порезанные пальцы, из которых сочилась кровь, вытащил фотографию и методично, с каким-то мстительным удовольствием разорвал ее на мелкие-мелкие клочки. Бросил их на пол, к ногам жены. «Вот», — сказал я глухо, — «вот наша семья. Кучка рваной бумаги». В этот момент за дверью послышался тихий шорох. Я обернулся. В щели виднелись испуганные глаза Анечки. Она все слышала. Мое сердце пропустило удар. Я мгновенно пожалел о своей вспышке. Она не должна была этого видеть. «Анечка, иди сюда, милая», — позвал я, стараясь, чтобы голос звучал мягко. Она робко вошла в комнату. Ее взгляд был прикован к осколкам стекла и клочкам бумаги на полу. «Дедушка, у тебя кровь», — прошептала она. «Пустяки». Я спрятал руку за спину. Просто вазу уронил. Неудачно. Но ее нельзя было обмануть.
Она посмотрела на плачущую бабушку, на мой искаженный злобой и болью вид, и все поняла. Не детали, конечно, но общую суть катастрофы. Ее детское личико стало серьезным, взрослым. Она подошла ко мне, взяла мою здоровую руку в свои маленькие ладошки и прижалась щекой. «Все будет хорошо, дедушка», — прошептала она. И от этих простых детских слов я едва не разрыдался сам. Она, мой маленький ангел, пыталась утешить меня, старого дурака, чей мир только что рассыпался в прах. Вечер прошел в тяжелом, гнетущем молчании. Любовь пыталась обработать мне порезы, но я не подпустил ее. Сам кое-как залил их перекисью и замотал бинтом. Ужинать мы не стали. Аня поклевала немного борща и ушла в свою комнату, сославшись на усталость. Мы с Любовью разошлись по разным комнатам, как чужие люди. Я лег на диване в гостиной, она в нашей спальне. 50 лет мы спали бок о бок. Этой ночью между нами легла бездна. Я не спал. Лежал, уставившись в потолок, и гонял в голове одни и те же мысли. Что теперь? Развод. В 70 лет. Что я скажу Лене, когда она вернется? Как объяснить Анечке, почему дедушка с бабушкой больше не разговаривают? Голова раскалывалась. Около полуночи зазвонил телефон. Я вздрогнул. Любовь выскочила из спальни, но оба уставились на аппарат, как на змею. «Не бери», — сказал я. Я был уверен, что это Глеб, но Любовь, будто в трансе, подошла и сняла трубку. «Алло?» Ее голос дрожал. Она слушала несколько секунд, ее лицо становилось все белее и белее. «Да. Да, я понимаю. Хорошо, мы приедем». Она положила трубку и посмотрела на меня пустыми глазами. «Это Виктор Сергеевич», — прошептала она. «Романов». Даже имя его теперь вызывало у меня приступ тошноты. Что ему надо? Он сказал, Глеб у него в ужасном состоянии. Виктор Сергеевич просит нас немедленно приехать, всех троих. Говорит, что нам нужно поговорить. Я хотел отказаться, категорически. Я не хотел видеть ни Глеба, ни тем более этого Романова. Но что-то в ее испуганном виде, какая-то скрытая угроза в самом этом ночном звонке заставили меня передумать. «Хорошо», — сказал я, поднимаясь с дивана. «Поехали. Закончим этот спектакль раз и навсегда». Мы оделись молча. Любовь хотела разбудить Аню, оставить ее у соседей, но я запретил. Пусть спит. Чем меньше она будет в это вовлечена, тем лучше. Дом Виктора Романова находился в элитном коттеджном поселке за городом. Я был там однажды, много лет назад, когда Виктор пригласил старых друзей на новоселье. Уже тогда его особняк поразил меня своей роскошью. Сейчас, в свете луны, он выглядел как замок какого-то феодала. Высокий забор, камеры по периметру, кованые ворота. Ворота открылись сами, когда мы подъехали. Мы вошли в дом. В просторном, отделанном мрамором и деревом холле нас встретил сам хозяин. Виктор выглядел почти так же, как я его помню. Высокий, подтянутый, с властным лицом и сединой, которая ему только шла. Он был одет в дорогой домашний халат. «Федор, Любовь, проходите», — сказал он ровным, безэмоциональным голосом. В его взгляде не было ни вины, ни смущения, только холодный расчет. Он провел нас в огромную гостиную, где в глубоком кожаном кресле сидел Глеб. Он был без пиджака, с расстегнутым воротом рубашки.
Перед ним на столике стоял стакан с виски. Он поднял на нас глаза, и я ужаснулся. Это был взгляд загнанного, насмерть перепуганного зверя. От его былой самоуверенности не осталось и следа. «Ну, вот и все в сборе», — сказал Виктор, садясь напротив. Он указал нам на диван. «Присаживайтесь. Разговор будет долгим». Я сел. Любовь примостилась на краешке, как на иголках. «Я знаю, что вы все знаете», — начал Виктор, сцепив пальцы в замок. «И я не собираюсь оправдываться. Что было, то было. Ошибка молодости, за которую, как выяснилось, приходится платить всю жизнь». Ошибка молодости. Он называл это ошибкой молодости. Предательство, ложь, разрушенная жизнь — всего лишь ошибка молодости. «Зачем вы нас позвали?» — спросил я, перебивая его. Мне претила эта его холодная деловая манера. Виктор посмотрел на Глеба, потом на меня, потому что мы все в одной лодке, и эта лодка тонет. Глеб наделал глупостей, очень больших глупостей. Он всегда их делал, не удержался я. «На этот раз все серьезно», — жестко сказал Виктор. «Речь идет не просто о деньгах, речь идет о жизни, его жизни, и, возможно, не только его». Он сделал паузу, давая нам осознать вес его слов. Глеб задолжал очень серьезным людям, людям, которые не прощают долгов. Они дали ему срок до завтрашнего утра. Либо он отдает им деньги, либо... Виктор не договорил, но мы все поняли. Именно поэтому ему так нужен был твой участок, Федор. Это был его единственный шанс выкупить свою жизнь. Я посмотрел на Глеба. Он сидел, вжав голову в плечи, и молча пил свой виски. «Сколько он должен?» — спросила Любовь дрожащим голосом. Виктор назвал сумму. Сумму, от которой у меня потемнело в глазах. Я за всю свою жизнь на заводе не заработал и 10-й части этих денег. «Но почему ты ему не поможешь?» — спросила Любовь, обращаясь к Виктору. «Ты же его отец. Ты же богатый человек». Виктор горько усмехнулся. «Мои активы арестованы. Против меня возбуждено дело. Эти люди, которым должен Глеб, — это мои бывшие партнеры. Они решили утопить и меня, и его. Забрать все». Картина прояснялась. Это была не просто семейная драма. Мы оказались в центре какой-то криминальной разборки, уходящей корнями в мутные 90-е, из которых и выросли все эти Романовы и Глебы. «Так что же вы от меня хотите?» — спросил я. «У меня нет таких денег, и дачу я не отдам». «Нам не нужны твои деньги, Федор», — сказал Виктор, и его глаза холодно блеснули. «Нам нужна подпись. Твоя подпись на дарственной. Прямо сейчас». Он кивнул, и из соседней комнаты вышли двое. Двое крепких, коротко стриженных мужчин в черных костюмах, с лицами, не обещавшими ничего хорошего. Один из них положил на стол папку с документами и ручку. «Подписывай», — сказал он глухим, прокуренным голосом. Я понял. Это не была просьба. Это была западня. Нас заманили сюда, чтобы силой заставить меня отказаться от единственного, что у меня осталось. «Я не буду ничего подписывать», — сказал я, вставая. Один из мужчин сделал шаг ко мне, но Виктор остановил его жестом. «Федор, не глупи», — сказал он почти миролюбиво. «Подумай о своей семье, о Любе, о дочери. Как ее? Лена, кажется. И о внучке, Анечке. Прелестная девочка, я видел фотографии.
Она ведь сейчас одна дома, верно? В старой квартире на левом берегу. От этих слов у меня по спине пробежал ледяной холод. Это была прямая угроза. Они знали про Аню. Они знали, где она. В этот момент у меня в кармане завибрировал телефон. Я судорожно вытащил его. На экране светилась Анечка. Мои пальцы одеревенели. Я посмотрел на Виктора, на этих двух головорезов. Их лица были непроницаемы. «Ответь», — сказал Виктор с ледяной улыбкой. Внучка волнуется. Вибрация телефона в моей руке казалась оглушительной. Весь мир сжался до этого маленького светящегося экрана и ледяной улыбки Виктора Романова. Аня. Моя Анечка. Одна. Там, в нашей старой беззащитной квартире. Они знали. И они не блефовали. Я это чувствовал каждой клеткой своего старого, измученного тела. «Ответь», — повторил Виктор, и в его голосе прозвучали стальные нотки. Мой палец, непослушный, как чужой, скользнул по экрану. «Алло?» — мой голос был хриплым шепотом. «Дедушка?» — раздался в трубке встревоженный голосок Ани. «Дедушка, тут в дверь звонят. Какие-то люди. Говорят, от тебя. Говорят, ты просил меня отвезти к тебе. Это правда?» Кровь застыла в моих жилах. Я посмотрел на Виктора. Он медленно кивнул, подтверждая мои худшие опасения. Они уже там. Анечка. Я старался говорить как можно спокойнее, хотя сердце колотилось, как пойманная птица. «Милая моя, никому. Слышишь? Никому не открывай дверь. Не подходи к ней. Запрись в ванной и сиди тихо, как мышка. Мы скоро будем. Я люблю тебя». «Дедушка, мне страшно», — прошептала она, и я услышал, как дверь на том конце провода настойчиво, уже почти с силой, забарабанили. «Я знаю, солнышко, не бойся. Просто сделай, как я сказал. Быстро». Я сбросил звонок, руки тряслись так, что я едва не выронил телефон. Я поднял глаза на Виктора. Вся моя боль, весь мой страх, вся моя ненависть к этому человеку выплеснулись в одном взгляде. «Если с ней хоть волос упадет, — прорычал я, — ничего с ней не случится, — холодно ответил Виктор. «Если ты подпишешь эти бумаги прямо сейчас». Один из его амбалов пододвинул ко мне папку и ручку. «Подписывай, отец», — процедил он сквозь зубы. И в этот момент что-то изменилось в Глебе. Он сидел, съежившись в своем кресле, но при слове «Аня» он вскинул голову. Я увидел, как в его пустых глазах мелькнула искра чего-то человеческого. «Не трогайте девочку!» — крикнул он, вскакивая. «Она здесь ни при чем!» «Сидеть!» — рявкнул один из бандитов, толкнув его обратно в кресло. «Твое дело смотреть и учиться, как дела решаются!» Любовь зарыдала в голос, вцепившись в мою руку. «Федя, подпиши! Умоляю тебя, подпиши! Анечка, наша девочка!» Я смотрел на открытую папку. Дарственная. На мою землю. На память о моем отце. И на другой чаше весов — жизнь моей внучки. Выбор был очевиден, но унижение, бессильная ярость сжигали меня изнутри. Я взял ручку. Пальцы не слушались, были как деревянные. «Хорошо», — выдавил я, — «я подпишу. Только позвоните своим людям. Скажите, чтобы они ушли». «Сначала подпись», — ухмыльнулся Виктор, — «а потом звонок. Таков порядок». Я наклонился над столом. Буквы плясали перед глазами.
Я уже занес ручку над бумагой, когда Глеб снова вскочил. «Нет!» — закричал он. Но на этот раз он не просто вскочил. Он схватил со столика тяжелую хрустальную пепельницу и со всего размаха запустил ее. Не в бандитов, а в огромное во всю стену окно. С оглушительным звоном стекло разлетелось на тысячи осколков. В ту же секунду сработала сигнализация, завыв так, что заложила уши. Все произошло в одно мгновение. Бандиты опешили. Виктор вскочил, его лицо исказилось от ярости. «Идиот! Что ты наделал?» — заорал он на Глеба. Но было уже поздно. Этот отчаянный, безумный поступок дал нам несколько секунд. И я ими воспользовался. «Люба, беги!» — крикнул я, толкая ее к выходу. Сам же, не помня себя от ярости и страха за Аню, я бросился на ближайшего ко мне бандита. Я был старым больным человеком, а он — молодой тренированный бык. Но в тот момент во мне проснулась какая-то первобытная сила. Сила отца и деда, защищающего свое потомство. Я вцепился ему в горло. Он ударил меня резко, профессионально. Боль обожгла плечо, перед глазами поплыли круги. Я пошатнулся, но не отпустил. И в этот момент в разбитое окно, а затем и в парадную дверь, которую, видимо, выбили, ворвались люди в масках и с автоматами. СОБОБР. «Всем лежать. Работает спецназ». Бандиты даже не успели среагировать. Их скрутили и бросили на пол в считанные секунды. Ко мне подбежал офицер. «Вы в порядке?» «Внучка», — прохрипел я, зажимая плечо, из которого текла кровь. «Моя внучка в квартире на левом берегу. Группа уже там», — четко доложил он. «Девочка в безопасности». Дверь была заблокирована, мы вошли через окно. Злоумышленники задержаны. Я выдохнул. Ноги подкосились, и я осел на пол. Все. Кошмар кончился. Уже потом, когда приехала скорая и полиция, я узнал, что произошло. Виктор, в единственном, возможно, проблеске совести за всю его жизнь, перед нашим приездом успел сделать один звонок. Своему старому другу, высокопоставленному чину в УВД. Он сказал, что его и сына взяли в заложники, и что под угрозой могут оказаться и другие члены семьи. Он назвал мой адрес. Он не пытался нас спасти. Он спасал свою шкуру и шкуру Глеба, но в итоге спас и нас. Меня увезли в больницу. Плечо оказалось пробито ножом. Не глубоко, но зашивать пришлось долго. Любовь поехала со мной. Всю дорогу она держала меня за руку и плакала. Я не отталкивал ее. В тот момент мы были не муж и жена, не предательница и обманутый. Мы были просто двое стариков, переживших смертельную опасность. Двое родителей, чьего ребенка чуть не убили. В больничной палате после уколов и перевязки ко мне пришла Лена. Ее вызвали из Москвы, и она примчалась первым же рейсом. Аня была с ней. Увидев меня, бледного с перевязанной рукой, она снова бросилась ко мне на шею. «Дедушка, я так испугалась». Я обнял ее, вдыхая родной запах, и чувствовал, как отступает боль и страх. Вот оно, мое настоящее сокровище. То, ради чего стоило жить и бороться. Позже в палату вошли Глеб и Виктор. Их допросили и пока отпустили. Глеб подошел к моей кровати. Он выглядел ужасно, осунувшийся,
с огромными синяками под глазами. «Прости», — сказал он тихо. Это было первое «прости» за всю его жизнь, в котором я услышал искреннее раскаяние. Я все расскажу следователю, все, что знаю. Про их дела, про схемы. Я готов сесть. Я заслужил. Он посмотрел на меня, и в его взгляде я впервые увидел не презрение или страх, а что-то похожее на сыновнее уважение. «Спасибо, отец», — добавил он почти шепотом. И хотя я знал, что я ему не отец по крови, в этот момент я почувствовал, что, возможно, за все эти 50 лет я все-таки смог научить его чему-то главному. Не как делать деньги, а как оставаться человеком, даже на краю бездны. Прошло несколько месяцев. Глеб, как и обещал, дал полные показания. Его сотрудничество со следствием учли. Ему дали 3 года колонии. Виктор Романов, благодаря своим связям и дорогим адвокатам, отделался условным сроком и огромным штрафом. Его бизнес-империя рухнула. Мы с Любовью так и не смогли вернуться к прежней жизни. Что-то безвозвратно сломалось. Мы не развелись, нет. В нашем возрасте это казалось нелепым. Мы просто жили рядом, как 2 соседа в коммунальной квартире. Вежливо, тихо, стараясь не задевать друг друга. Иногда по вечерам мы пили чай на кухне и говорили о Лене, о Банечке, о погоде, обо всем, кроме нашего прошлого. Эта тема была под запретом. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить ее. Наверное, нет. Но и ненависти я больше не чувствовал. Только глухую, ноющую боль, как от старой раны в плохую погоду. Иногда я достаю из шкафа пожелтевшее письмо Валентина. Перечитываю его и думаю о том, что правда, какой бы страшной она ни была, всегда лучше, чем сладкая ложь. Она выжигает, калечит, но она же и очищает. Она заставила меня посмотреть на свою жизнь без розовых очков. И знаете что? Несмотря на всю боль и предательство, мне не о чем жалеть. У меня есть Лена, у меня есть Анечка, у меня есть земля моего отца, которую я отстоял. А значит, моя жизнь, пусть и построенная на обмане, не была прожита зря.